На 8-й день перехода по плану выпал 77-километровый участок маршрута. По приезду в Сальск участники перехода приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику 116-й кавдивизии, также героически сражавшейся во время Великой Отечественной войны. Здесь, в Сальске, был разбит лагерь для ночевки. 28 апреля всадники прошли дистанцию 65 километров. Состоялся очень теплый прием в городе Политарск. Глава администрации Кончуков с несколькими всадниками приехал к участникам перехода и проводил их до своей столицы. Всадники рано утром двинулись в путь. Оставалось 50 с лишним километров до Большой Мартыновки. Это расстояние было преодолено до обеда. У въезда в Мартыновку встречались с хлебом и солью. Уютные деревянные домики на фоне цветущих яблонь и груш. Такую картину мы застали на месте, которое должно было стать нашим пристанищем в течение ближайших 3-4 дней. Весь пройденный путь и всадники, и лошади перенесли достойно. Утром 30 апреля начались самые ответственные мероприятия. В лагерь привезли школьников Мартыновского района. Взволнованы были все, и дети, и всадники. Школьникам было интересно все, что за одежда на всадниках, какое оружие они носят, что это за трубочки у них на груди, какой породы лошади, как их зовут и так далее. Территория Мартыновского района обильно полита кровью сынов Кабардино-Балкарии. Этот пробег говорит о том, что та дружба, которая сложилась с мартыновцами и народами Кабардино-Балкарии, живет и крепнет. Вот вы видите мужчин, джигитов в национальной одежде, которые с Нальчика, преодолев 700 километров, прибыли к вам. Спасибо вам большое за такой прием. Не только здесь, на всем протяжении маршрута Ставропольского края, Ростовской области, везде. Вот так нас встречали школьники, жители, аплодировали им, фотографировались с ними и провожали. Мне бы хотелось начать с слов песни нашего земляка. Наша дружба всегда будет свята, и мы ей будем вечно верны. За Мартыновку пали ребята из Балкарии и Кабарды. Мы помним, чтим память павших героев. Ежегодно дети наши проводят митинги, мероприятия на памятном знаке, посвященный 115-й кавалерийской дивизии, защищавшей наш Мартыновский район. Улицы нашей слободы названы в честь героев Кабардино-Балкарии. Сегодня наши дети приехали сюда на встречу, чтобы познакомиться, пообщаться с представителями Кабардино-Балкарской молодежи и рассказать всем остальным о своих впечатлениях. Были какие-то подобные мероприятия, только в другой местности. И мы тоже приезжали, я тоже была. Мне тоже, и в прошлый раз, и в этот раз мне очень понравилось. Что вам больше всего понравилось сегодня? Мне понравились лошадки. Я первый раз такие костюмы вижу, мне они сильно понравились, мне лошадка понравилась. Фотографироваться на лошадках.
Участники перехода в этот день посетили Краеведческий музей. Директор Олеся Емельяненко устроила для гостей экскурсию по музею. В 4 залах располагалась экспозиция, посвященная истории Мартыновского района. Был здесь и зал Кабардино-Балкарии. Детки, которые приходят в наш музей, они слушают в этом зале рассказ о подвиге артиллериста Кончумаса Кашукова, о подвиге Джумалдина Чемазокова, братьев Гуановых, Хацукова и многие-многие другие. Подвиги их остались в памяти наших жителей. Первого мая в череде первоочередных дел значилось открытие аллеи дружбы Кабардино-Балкарии и Мартыновского района Ростовской области. Это аллея дружбы, заложенная по инициативе Кабардино-Балкарской стороны, и мы были рады, что у нас будет такая аллея. Это является итогом работы вот этих 73 лет жизни, которые прошли с тех роковых дней. Я уверен, что мы продолжим на Мартыновской земле то, что начинали наши предшественники. Мы будем помнить, и в своих сердцах мы оставим то, что сделали наши предки. Я хочу сказать, что мы не забудем, и это будет для нас примером. Поэтому я еще раз благодарю Кабардино-Балкарскую сторону за то, что привезли нам такой монумент. Ели тоже были привезены с Кабардино-Балкарской земли. Аллея будет знаком нашей вечной дружбы. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте поприветствовать вас от имени главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Александровича Кокова. Пожелать мира, добра, благополучия всем жителям дорогого нам Мартыновского района. Вы знаете, камень в честь дружбы Мартыновского района и Кабардино-Балкарии открывается сегодня, но эта дружба уже существует десятки лет. Нас связала память, и эту память храните вы, дорогие мартыновцы. Низкий вам поклон за то, что вы помните каждого, кто тогда в страшные военные годы приехал защищать нашу отчизну. Спасибо за то, что вы учите детей патриотизму, и души наших отцов и дедов, я думаю, успокоились нашей дружбой. И сегодня мы должны с гордостью беречь память о них, потому что будет завтра, и потому что и завтра нужен нам мир. Неспроста мы собрались еще раз сказать спасибо тем, кто подарил нам вот этот светлый день. Счастья и добра вам. Дорогие друзья, я уполномочена сегодня от главы местной администрации городского округа Баксан, от главы Баксанского муниципального района вручить благодарственные письма людям, которые проводят большую работу в поисковом плане,
которые прославляют наших земляков и героев. Разрешите эту миссию мне выполнить. Благодарственное письмо вручается Солопову Александру Ивановичу за многолетнюю поисково-исследовательскую работу и прославление подвига 115-й кавалерийской дивизии. Такое же благодарственное письмо вручается Лящику Сергею Николаевичу. Спасибо вам. Лещев Виктор Васильевич, заместитель главы администрации по социальным вопросам Мартыновского района. Уважаемые братья и сестры, в истории любого государства есть особо священные почитаемые дни, не подверженные девальвации временем, праздники, события. Я считаю, что День Победы для нас всех именно такой. На фоне того, что сейчас творится, когда пытаются переписать историю, я считаю, что этот день – источник обновления и символ духовного возрождения народов России. Сегодня, еще одно тому подтверждение, открывается аллея дружбы. Когда-то великий балкарский поэт Кайсмин Кулиев сказал исторические слова в своих стихах: «Без дружбы мир нелеп и все дороги узкие». Я абсолютно уверен, дружба наша выдержала испытание временем, а узких дорог между нашими народами никогда не будет. От души хочу поздравить. Затем Мухтар Батаев рассказал, что одна из вершин в республике будет носить название Большая Мартыновка. Атехар Машейхар Шумхашахар Атехар Сурачавач Завахам Атехам Ягашар Шичатан Фаер Заупсавы Патхванагам Да Шадахурадам Умепсахам Хабарын Чаузавам Завихан Заупсавасавы Зиначичхам Темсихар Норбаргаздасам Адахар Машей Адахар Машей Уцхава Нахмахами Фафихашхам Задашар Чама Надетхан Танашами Фашафтами Фипсар Шамагум Фаяпту Шизетхан Дам Шадахурадам Улептахау Хабарын Шаусауам Завихар Заупсавасавы Зиначичхам Темсихар Нобаргаздасам Адахар Машей Адахар Машей
русал, обан хостя, фабов папсалшисха. Фафи тауна лашт хважыр русал, фафи ушча, атхужа фи пынха. Шел салам забихар, салам салазавы синочечкам, темзи харно баргыз дасан. Ада кармажей, ада кармажей. «80 лет Мартыновскому району, 70 лет Победы». Две знаменательные даты. Но между ними еще есть одно. 73 года назад эту землю защищали представители Кабардино-Балкарии, когда шла основная армада фашистских войск на Сталинград. И именно локальные бои, те, которые проходили на Мартыновской земле, в целом по Ростовской области, на Волгоградской земле или Сталинградской тогда, они решали то, как отстоит Сталинград свои позиции.
История взаимоотношений Кабардино-Балкарии и Мартыновки, она, наверное, давно уже закладывалась, но вот она получила новый виток после этих событий. И уже в 1967 году районы, Терский район, Мартыновский район стали побратимами. Дальше та работа, которую мы просто должны были, обязаны были сделать здесь, на территории Мартыновки, это в первую очередь поисковая работа, чтобы мы могли понять, кто воевал, как воевали, как это все происходило. Почему? Потому что, не секрет, что не все в сводках Софинформбюро тогда было понятно. И для того, чтобы разобраться, как все происходило, нужно было понять историю. А история – это поиск. Поиск в архивах, поиск в земле. И когда мы это все сделали, мы поняли, что это была за трагедия. Да, дивизия 115-я Кабардино-Балкарская сгорела на Мартыновской земле. Это не мои слова, это слова Семена Михайловича Буденного. И самое главное, мы никогда не забудем этого подвига. Это был на самом деле подвиг. Подвиг, который совершала вся советская страна, которая совершала Россия. Это подвиг, который стал залогом нашего будущего и нашего настоящего. Мы сегодня имеем достойную страну, достойную родину России. Сегодня мы с удовольствием приехали на 80-летие замечательного района, поздравить район от имени главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Александровича Кокова и передать жителям района подарок, пассажирскую «Газель», что мы сегодня с удовольствием сделаем. И, конечно же, добрые слова от имени главы в адрес всех жителей Мартыновского района, людей, которые хранят память о наших предках. Я думаю, что это заслуживает глубочайшего уважения. Мы здесь, в Ростовской области, сохраняем эту память, и она будет сохраняться в веках. Память и благодарность всем 115-й дивизии Кабардино-Балкарской, кавалерийской, которые действительно здесь геройски сражались, и благодаря их усилиям фашистов изгнали с Донской земли, с Мартыновского района. Спасибо огромное. Спасибо вам, и разрешите передать самые теплые слова поздравления с праздником от главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Александровича Кокова, и сказать вам, что дружба, которая у нас сложилась десятками лет, конечно, нужно сохранить, приумножить, и это работает во благо и Мартыновского района Ростовской области, и Кабардино-Балкарской республики. Спасибо. Я, в свою очередь, хотел бы попросить передать самые добрые слова руководителю республики Юрию Александровичу Кокову за то внимание и уважительное отношение к Донскому краю, к Мартыновскому району, к той памяти победы Великой Отечественной войны, героям, которые и русским, и жителям Кабардино-Балкарии, которые полегли здесь, на нашей Донской земле, в Мартыновском районе. Но благодаря их усилиям мы победили. Поэтому низкий поклон и огромные слова благодарности. 2 мая ожидались самые волнительные мероприятия. Обрез всадниками селений и станиц, где пали воины 115-й кавдивизии, а также перезахоронение останков солдат, предположительно являющихся бойцами 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Среди этих фрагментов останков часто встречались, скажем так, сопутствующие элементы, что это конники, всадники, да, шпоры, вот, приспособления для ремонта сбруи. Вот, мы судим, что... Но дело в том, что медальоны, те, которые выдавались в 1942 году кавалеристам, они не были общепризнаны, которые в 1943 году были, они были полулатунные, полуцинковые. Вот. Но условия нашей почвы не сохранились. Но то, что это кавалеристы и 1942 года, это 100%. То есть сопутствующие, скажем так, данные этого есть. Первым селением, куда заехали всадники, была Слобода Большая Мартыновка. Там состоялась церемония возложения цветов к монументу павшим в Великой Отечественной войне. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то
а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Следующим пунктом назначения был пункт Новониколаевский. Около памятника в Новониколаевском, где были высечены имена и фамилии воинов 115-й кавдивизии, погибших на этой земле, с утра собрались жители хутора. На исходе дня и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Эльбертом Боровым и Зеленым Кумаловым в могилу была высыпана земля, привезенная ими из Кабардино-Балкарии. Господи, земля, вся исполнение вселенной, живущая в ней. Высыпайте, да. Потом подберу. За Рамазаном. Я ответил, Аллах разошел. Джаназа намаза. Allah namaz Allah için. Salavat Resulullah için. Dua şüveytlerin ruhu için. Uydum hazır olan imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme salli. Allahu Ekber. Allahümme.
Для меня это такая память, которая вот, я приравниваю память дивизии к памяти прадеда. Для меня это вот очень, для меня, для всей семьи. Это очень важно и очень тронут. 13 дней в пути для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто жарким летом 1942 года пошел на верную смерть ради защиты Родины. Много это или мало, как дань уважения героям? Мне кажется, что бы мы ни делали, все будет мало. Но красота и символичность этого перехода безоговорочны. 115-я кавдивизия, тысячи сыновей Кабардино-Балкарии, гречески павших в Великой Отечественной войне, 70 лет победы и конный переход в память об ушедших молодыми.